Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Близится лето, и мы понимаем, как много волнений сейчас у выпускников и их родителей. ЕГЭ и выпускные экзамены – это важный этап в жизни каждого школьника. Сегодня в деталях обсудим все нюансы проведения экзаменов в этом году, поговорим о подготовке и дадим ценные советы будущим студентам с министром образования и науки Республики Нюргуной Соколовой. Нюргуна Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем. Я, насколько понимаю, итоговые даты проведения экзаменов и резервные уже определены. Когда, собственно, к сдаче приступят? Да, действительно, приказом Министерства просвещения Российской Федерации на сегодняшний день уже все даты известны, и с ними ознакомлены наши школьники, учителя и их родители. Первые экзамены начинаются буквально через неделю. 21 мая значит, девятиклассники будут сдавать иностранные языки, те, кто выбрал. Да, ну и 23 мая начинается пора единого государственного экзамена. Первый экзамен традиционно это химия, история и литература. Тоже выборные предметы, которые выпускники 11 класса для поступления в вузы выбрали как вот приоритетные направления. А сколько у нас выпускников вообще? И кто из них будет сдавать ЕГЭ и ОГЭ? Вот, видимо, это, конечно же, напрямую связано с демографией, да, и нашими возможностями образовательных организаций. В этом году мы констатируем факт увеличения количества выпускников и 9 классов, и 11 классов. Тем самым 8,5 тысяч выпускников 11 классов, это на 943 выпускника больше. Да, и после 9 класса порядка 15 тысяч выпускников, это на 554 выпускника больше, чем в прошлом году. То есть один из главных факторов – это, конечно же, демографическая ситуация. Почему у нас внезапно стало чуть побольше выпускников, правильно? Да. Нюргуна Афанасьевна, вот вы отметили о том, что первый экзамен уже традиционная история, иностранные языки. А есть ли какой-то рейтинг самых популярных экзаменов по выбору, кто больше всего будет что сдавать? Но я понимаю, что русский язык, математика – это обязательные, да. Это а вот из экзаменов по выбору как обстановка? Но вот здесь вот необходимо, наверное, делать акцент, да, потому что это прежде всего связано с поступлением в вузы наших выпускников, ну и, соответственно, кадровые потребности экономики региона. Так, в первую очередь наши выпускники 11 классов выбирают обществознание, это порядка 34%, да? Но если посмотреть выбор обществознания, для чего необходим, прежде всего это гуманитарные направления, педагогические направления, да? Второй по популярности это математика профильная, 30%. Так, уже интереснее. Да, 30% выпускников выбирают математику профильную, а это уже технические направления, да? Значит, если третий по популярности, это биология. Да? Но вот здесь вот необходимо акцентировать внимание на преемственности. Да? Мы в прошлом году понаблюдали, каким образом выпускники 11 классов выбрали предмет по выбору ЕГЭ, сопоставив его с их выбором после 9 класса. Да? Но, к сожалению, вот, не всегда наша теория о том, что преемственность является обязательным требованием для успешной сдачи ЕГЭ, соблюдают наши выпускники. Да? Тем самым, допустим, пример такой, что после 9 класса географию выбирали порядка 3000 выпускников, да? Но после 11 класса те же самые выпускники выбрали всего лишь 114. Да, но при этом нужно отметить, что если выпускник после 9 класса сдавал, например, физику, то где-то 70-80% гарантированность успешного прохождения ЕГЭ после 11 класса. Поэтому хотелось бы, чтобы выпускники, их родители и учителя понимали важность преемственности вот этих вот выбора направлений. Во-первых, да, это гарантированность качества прохождения, получения баллов, да, также подготовка к ЕГЭ. Да? То есть можно на этапе ОГЭ выявить свои дефициты знаний, да? Ну и за 2 года как раз-таки поработать над тем, чтобы улучшить эти показатели. А с чем связывается вот такая вот перемена резкая? Ну, условно говоря, хотели в 9 сдавали географию, к 11 передумали. Может, что просто КИМы, точнее, задания по ЕГЭ, они сложнее просто? Они увидели эти КИМы и передумали, нет? Ну, первое, да, во-первых, то, что вы говорите,
третье это связано с психологической подготовкой, наверное, да, неуверенностью, да. А второе это профориентация, да. Ну, да, я думаю, Мотивированные это важнейший. дети, да, значит, знающие, что они будут строителями, соответственно, они выбирают и на ОГЭ, и на ЕГЭ уже те предметы, которые необходимы для поступления, например, математика профильная и физика. Ну, это вот те самые главные итоги профориентации, о которых, я думаю, многие говорят. Нургуна Афанасьевна, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по номеру телефона 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Не секрет, что республика славится своими 100-бальниками. Каждый май и июнь мы в лентах новостей, я думаю, постоянно видим ту или иную школу, которая стала обладателем 2, 3, 5 100-бальников, бывают случаи. Вот, что касаемо этой школы, говорит ли количество детей, которые набрали 100 баллов в одной школе, о том, что эта школа самая лучшая, обязательно туда нужно ребенка отдавать? Или это просто, так скажем, счастливая случайность? Есть, да, такие тенденции, когда в лицеях, гимназиях гарантированно получают высокие баллы прохождения ЕГЭ, да, в том числе 100-бальников, да, гарантированно. Но здесь необходимо все-таки отметить, что это уровень лицеев, гимназий, куда поступают после начальной школы в 5 класс, да, ну и, соответственно, это наиболее подготовленные дети, ну и плюс образовательные программы, уровень компетенции, квалификации педагогов, которые гарантированно дает хорошие результаты по итогам. Да? Но между тем есть у нас конституционные права, есть федеральные государственные образовательные стандарты, в соответствии с которым уровень подготовки должен быть соответствующий во всех школах, вне зависимости от его местонахождения, объема школьников, педагогов и так далее. Да? Поэтому тут важно, чтобы каждая образовательная организация достигала хотя бы минимальных требований по качеству подготовки, соответствующие стандартам. Да? Поэтому вот, я бы хотела пожелать всем руководителям этих образовательных организаций как раз-таки вести работу для того, чтобы обеспечивать качество подготовки в любой школе. Вот что касаемо качества подготовки, я думаю, давать советы о том, как готовиться к ЕГЭ, наверное, немножко уже поздно. Я думаю, те, кто готовился весь год, уже к нему готовы. Немаловажный фактор при сдаче ЕГЭ – это психологический настрой. Может быть, какие-то советы от специалиста, как и школьнику подготовиться к тому, чтобы эмоции не взяли верх на экзамене, и самое главное, родителям в этот период, я думаю, тоже нужно дать какие-то советы, как не запугать, не закошмарить своего ребенка. У нас в каждой школе практически имеются педагоги-психологи, ну и, конечно же, это работа классных руководителей, да, которые знают всех своих обучающихся, которые на протяжении многих лет у них учатся, и, в принципе, уровень подготовки школьников. Да. Но здесь, опять же, психологическая настрой для того, чтобы быть уверенным в сдаче вот такого основного этапа в своей жизни. Да? Но между тем нужно сказать о том, что, несмотря ни на что, значит, впереди большая взрослая жизнь, на которой нужно готовиться и более спокойно, наверное, относиться к прохождению единого государственного экзамена. Здесь необходима, конечно, помощь самих родителей, да, помощь педагогов, ну и психологов, которые у нас в образовательных организациях есть. Между тем, да, вот экзамен экзаменом, но нужно все-таки соблюдать и режим дня, и готовиться, и в том числе и отдыхать. Да? Поэтому вот график соблюдения режима дня, наверное, также является основополагающим для того, чтобы спокойно пройти этот этап. Стоит ли расстраиваться тогда в таком случае, если на ЕГЭ получил не совсем тот результат, на который рассчитывал? ЕГЭ сейчас настроен так, что есть досрочный период, есть основной период, в который мы сейчас наступаем. Да? Кроме этого, в прошлом году президент страны дал возможность нашим выпускникам пересдачи. Да? А далее, если вот и сейчас, и есть, кроме того, еще и резервные дни пересдач, да? Также есть дополнительные дни в сентябре месяце. Да, для того, чтобы получить аттестат 11 класса, необходимо успешно пройти математику базовую и русский язык.
Вот что касается, почему я про это спросил, потому что структура ЕГЭ из года в год она меняется, и, на мой взгляд, становилось все только сложнее. Я, допустим, недалече как год назад попытался пройти экзамен по литературе, ничего у меня не получилось абсолютно, даже дальше третьего вопроса я не дошел. Вот хочется спросить у вас, Нурган Афанасьевна, сами пробовали решить какой-нибудь ЕГЭ? Я знаю, что вы сильны в математике. Ну, я по профессии математик, да, по квалификации, да, но я училась в тот период, когда не Да, было я не ЕГЭ, не было, да. Есть у нас пробные периоды, когда для того, чтобы, значит, показать, каким образом проходит единый государственный экзамен родителям, да, общественности, по весне каждый год проходятся пробные ЕГЭ, в которых могут принимать участие взрослые люди, да, в том числе вот как раз-таки сотрудники министерства, да, и можно и пройти организационно, каким образом это происходит, да, ну и, конечно же, проверить свои знания. Поэтому, если у кого-то есть интерес пройти единый государственный экзамен, как положено, приглашаем по весне, где-то в марте месяце такие пробные проводятся ЕГЭ. У нас есть вот вопрос в наш мессенджер от наших зрителей. С этого года на пункты экзамена будут допущены представители родительских комитетов. Чем мы там будем заниматься? Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Как раз-таки дается возможность для того, чтобы родители могли удостовериться в безопасности прохождения, да, и объективности прохождения единого государственного экзамена. Да, но при этом, значит, в целях того, чтобы не волновать наших выпускников, конечно, родители не будут допускаться до самих кабинетов самого тестирования, да, чтобы не мешать прохождению экзамена, но они будут частью организации как раз-таки выступать наблюдателями, да, как проходит сама процедура. То есть, как бы, чтобы напрямую убедиться, что ребенок там находится в легитимности и в безопасности. Да. А кто, кроме родителей, обеспечивает эту самую легитимность, объективность и честность? Прям как на выборах практически. Ну, да, здесь целые регламенты. Конечно, это обеспечить безопасность прохождения, да, объективность. У нас в этом году будет организовано 230 пунктов проведения единого государственного экзамена и 319 пунктов проведения основного государственного экзамена после 9 класса. Да. Во всех них должны устанавливаться, обеспечиваться меры безопасности. Это и охрана, это и металлоискатели, да, через которые приходится проходить выпускнику. Но, в принципе, у нас школы все оснащены такими приспособлениями, так что это для них каждодневное мероприятие. Так? Далее это, конечно, работа самих организаторов, общественных наблюдателей. Кстати, все организаторы пунктов проведения экзамена, значит, их порядка более 6 тысяч у нас, значит, они проходят программу обучения. Да? Да, в дистанционном формате, но это сопровождается в том числе таким тестированием, да, их знаний. Поэтому мы считаем, что наши, значит, организаторы, они умеют работать, да, на государственной итоговой аттестации. Кроме этого, это аккредитация, сертификация наших общественных наблюдателей. И здесь вот это не общественные наблюдатели, это не педагоги, да, то есть это, значит, общественность, любой гражданин Российской Федерации может стать общественным наблюдателем и присутствовать в организации государственной итоговой аттестации. Ну, я, конечно, понимаю, что это есть какие-то определенные требования вот, к соблюдению безопасности на местах проведения ЕГЭ, но нет такого ощущения, что это еще больше усиливает психологическое давление на ребенка. Вот ты приходишь, тебя там обыскивают с металлоискателями, эти рамки, эти люди в туалет под конвоем. Может, есть ли какие-то предложения как-то упростить эту систему? Списать-то ЕГЭ невозможно, насколько понимаю, уже. Невозможно, потому что, во-первых, да, если даже бывают случаи, как ну, использование шпаргалки и так далее, то это все под видеонаблюдением, да, в принципе, здесь объективность проведения экзамена под наблюдением, так скажем. Кроме этого, значит, у нас действует один региональный, значит, такой общественный центр, ситуационный центр, да, а также 24 муниципальных, да, которые на местах также, значит, обеспечивают вот объективность, да. При этом, конечно, здесь есть в регламентах прописанные возможности для
учащихся, да, это и вода, там, шоколадка, да, значит, по отдельным направлениям, там, возможности использования калькулятора, справочника и так далее. Здесь они, выпускники, все знают, их в школах учат, да. Ну и, конечно, те пробные экзамены, которые имеются, Тоже они своего дают рода гарантию. проверка. Да. Ну, самое главное, что ребята к этому готовы. У нас еще один вопрос есть из нашего чат-бота в Телеграме, то же самое, о чем мы с вами говорили. Говорят, что в каждом регионе свой уровень сложности по сдаче ЕГЭ. Так ли это? Насколько сложные варианты присылают к нам в Якутию? Ну, без шуток могу показать. Действительно, значит, контрольно-измерительные материалы, они на год по всем регионам готовятся по одному шаблону, да, то есть говорить о том, что уровень сложности от региона в регион здесь разный ни в коем случае, да. То есть если тема выбрана одна, то, соответственно, по всем регионам эта тема и будет, да, просто, может, цифры либо буквы разные, да. В этом плане так по уровню сложности здесь градации нет. Вот вы сказали, мы с вами немножко еще когда говорили о подсказках, хочу продолжить тему шпаргалок в целом в плане обучения. Есть исследование, что переписывание большого массива данных, оно помогает ребенку лучше усвоить информацию. Тогда с этой точки зрения шпаргалки получается хорошее подспорье. Шпаргалки, конспекты, да, когда рефераты, да, вот эти вот подготовка, она, конечно же, обязательна, да. Нужно повторять материал перед экзаменом, да. Ну и это дает гарантию, что вот вспомнить тот пройденный материал, который необходим для сдачи экзамена. Да? Кто-то визуально запоминает, кто-то, у него есть память мышечная, так называемая, да, когда вот то, что записывали, уже приходит на память, и можно вот при помощи, вспомнить, да, и воспользоваться. Но это ни в коем случае не руководство к действию проносить на ЕГЭ никакие шпаргалки и телефоны. Никаких Самое главное, шпаргалок, да, действительно. Нургуль Афанасьевна, мне подсказывают, что у нас есть звонок от наших зрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Вот хочу спросить у вас совета. У моей дочери в школе перед контрольными бывают панические атаки. Вот иногда она не может доделать работу даже до конца. А наши учителя говорят, что на экзаменах будет все в разы сложнее. И что делать, вот, если ей станет плохо на экзамене? Она его не сдаст, получается, или будет возможность пересдать? Да, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Интересно, да, бывают разные ситуации, да, значит, когда ребенок волнуется при определенных обстоятельствах, конечно же, здесь в первую очередь, наверное, нужно готовиться к этому, да, тренироваться, пробовать, обратиться к компетентным специалистам, да, но все-таки уже экзамен начался, и что тут делать, да? В каждом пункте проведения экзамена должен быть обеспечен медицинский работник. Да? То есть если вдруг случается что-то такое непредвиденное, связанное со здоровьем, школьнику необходимо обратиться вот, организаторам пункта проведения экзамена в кабинете, да, допустим. Значит, тогда будет приглашен медицинский работник, и будет зафиксировано как раз-таки вот обращение к медработнику. Если ситуация такая, что дальше продолжать экзамен невозможно, может успокоиться и сядет и выполнит задание. А бывают ситуации, что критически здесь необходимо все-таки отвлечься от экзамена, да, либо, дай бог, конечно, чтобы обратиться еще и в медицинскую организацию. Тогда это считается уважительной причиной, да, зафиксировано медицинским работником. Если это произошло в основной период, то есть возможность сдачи в резервный период, да, сдачи, и либо, вот как я уже говорила, это период пересдачи. Ну, там было два вопроса в одном, насколько я понимаю, как помочь ребенку справиться с психологическим напряжением. Мы уже на это чуть ранее ответили. Самое главное, я так понимаю, подготовить и настроить ребенка. Да. Но между тем, да, значит, бывают ситуации, когда наоборот давление, да, приводит к перенапряжению. В том числе, да. Да, поэтому здесь вот баланс все-таки нужно выдерживать. Причем всех сторон, и родителей, и учителей, и самого ребенка тоже не накручивать. Нургуль Афанасьевна, с недавних пор у нас в республике действует мера поощрения 100-бальников, им выплачиваются денежные премии. Насколько я понимаю, в этом году эта практика также будет продолжена. Давайте немножко об этом тоже поговорим. Да, действительно, те школьники, выпускники, которые набрали 100 баллов на едином
государственном экзамене по указу Ильдархана нашей республики имеет право получения денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей. В прошлом году нужно, и в позапрошлом году, кстати, было у нас таких 27 человек, которые набрали 100 баллов. Мы надеемся, что уровень подготовки в этом году школьников также обеспечит им получение денежного вознаграждения. А как ребята сами реагируют на вот подобного рода выплаты? Для них это стимул к чему? Ну все, 100 баллов уже есть. Ну, во-первых, они поступают по тем направлениям, которые выбрали, гарантированно уже, да, получается очень много преференций при поступлении в вузы для тех ребят, которые имеют высокие баллы, да, допустим, в том числе, значит, те, которые успешно участвуют в олимпиадах. Да, при этом есть меры поощрения в вузах, когда стобальникам, высокобальникам выплачиваются дополнительные стипендии, да, поэтому ну, мотивация здесь высокая. Ну, кроме этого, конечно, это уже взрослый человек, который вступает в взрослую жизнь, становится студентом, и дополнительные финансовые ресурсы ему, конечно же, будут подспорье, в том числе, возможно, для того, чтобы обеспечить свою будущую студенческую жизнь в виде там, подготовки к обучению. Кстати, вот про стобальников еще хочу поговорить. Раньше была такая, не знаю, традиция, стратегия, что стобальники, они уезжали за пределы нашей республики. Как-то сейчас отслеживаете вот, миграционный путь тех, кто получил высшие оценки? Я понимаю, нет ничего плохого в том, чтобы уехать в вузы других городов, там обучиться, возможно, вернуться, возможно, нет. Вот как следим за нашими стобальниками? Да, у нас есть анализ тех высокобальных стобальников, да, куда они поступают. Конечно, здесь ситуации жизненные бывают разные, да, но значит, мы не можем сказать, что все стобальники уезжают за пределы в вузы Москвы поступать. Так? Есть стобальники у нас и в наших университетах здесь, да. Также и мы наблюдаем даже поступление стобальников и в колледжи. То есть это все мотивация выпускника для получения определенной специальности. Да? Ну и, конечно, он выбирает ту образовательную организацию, которая необходима ему для дальнейшего трудоустройства. То есть стобальники сейчас стали поступать в колледжи. Я помню, мы с вами, когда общались до эфира, раньше же нас пугали, не сдашь ЕГЭ, пойдешь в ПТУ. Сейчас ситуация получается совсем другая. Даже с высокими баллами ЕГЭ люди идут уже в колледж. Ниргуна Афанасьевна, учебный год подходит к концу. Давайте вспомним яркие моменты. Есть ли чем похвастаться, каких учителей, учеников отметить за победы? Ну, таких ярких моментов, конечно же, было много. В течение учебного года это проведенные много мероприятий и муниципального, республиканского, конечно, федерального уровня. Но вот сейчас у меня на памяти вот вчерашнее успешное участие в конкурсе, да, библиотекаря Покровской школы номер 1. По-моему, если не ошибаюсь, ее зовут Сардана Кириллина. Она стала победителем в номинации «Читаем семьей». Да? Это как раз-таки сейчас проводится большой форум учителей русского языка, литературы и библиотекарей. И вот последние достижения наших педагогов – это вот как раз-таки вот знаменательное событие. Да? Ну, в отличие от прежних лет, нужно отметить, что мы в этом году впервые во второй раз в истории, наверное, проведения Всероссийской олимпиады школьников провели заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Да, приняло участие 292 школьника, это учащиеся с 6 по 11 класс, хотя олимпиада заключительная проводится с 9 по 11. Но есть такие уникумы, которые даже могут конкурировать со старшеклассниками. Да, 81 регион приехали к нам в Якутск. Да, это неделя, насыщенная проведение вот Всероссийской олимпиады школьников. Ну, во-первых, да, мы организовали федеральную олимпиаду. Да, к такой чести удостаиваются не все регионы, но мы в прошлом году прошли конкурсный отбор, и как раз-таки в этом году приняли всех школьников, участвующих по физической культуре в Олимпиаде. Ну и результаты. У нас в этом году принимало участие 30 школьников во всероссийских олимпиадах по 23 направлениям из 24 предметных областей. Да? И у нас хорошие результаты. 30 человек принимало участие, и 10 из них стали призерами и победителями.
да, 33% буквально. Так, ну и при этом нужно отметить, что, вот как вы и говорили, 100-бальники получают 100 тысяч рублей, призеры Всероссийской олимпиады школьников заключительного этапа получают премию от главы 100 тысяч рублей, а победители 500 тысяч рублей. У нас в этом году 3 победителя и 7 призовых мест. Вот тот самый случай, когда хочется сказать, почему в мои года такого не было. Я бы вряд ли, конечно, что-то выиграл, но хотя бы за победу посоревновался. Ергон Афанасьевна, коль скоро мы с вами заговорили про колледжи, у нас есть еще один вопрос от зрителей. Когда в Якутске ведут суперкампус для СПО? Действительно амбициозный проект строительства суперкампуса, оно включено в мастер-план города Якутска, да. Значит, разработана концепция, значит, высчитаны объемы, каким образом будут, какие направления будут реализовываться, да. Это и общежития, и мастерские, и учебные корпуса, и культурно-досуговые, да. Значит, оно в планах у нас в мастер-плане, но на сегодняшний день у нас, к сожалению, значит, уже пока не начинается его реализация. Да? Но мы надеемся, что в ближайшее время мы определим источники финансирования и приступим к этому амбициозному проекту. Судя по тому, что нам задают вопросы, его ждут, я так понимаю, учащиеся СПО. Это вот тот самый, где будет Виварий, да? Или нет. Это тут другой уже СПО. Виварий – это медицинский институт. Это медицинский институт. Слушайте, ну у нас прям будут одни суперкампусы. Хочется уже быстрее, чтобы это наступило. Ергон Афанасьевна, давайте поговорим о выборе профессии. Есть ли какой-то универсальный совет школьникам? Вот как понять в этом мире, кем ты хочешь быть? Вот мы с вами говорили о том, что они начинают сдавать физику и заканчивают сдавать физику, потом становятся кем-то связанным с этой профессией. Вот для тех, кто, возможно, еще не нашел свое призвание, не понял, кем он хочет. Те изменения, которые происходят в целом по стране, да, и они, конечно же, напрямую отражаются в системе образования, да. У нас по всей Российской Федерации это и трансформация федерально-государственных образовательных стандартов, введение новых образовательных предметов. Да. В этом году также произошли очень много изменений в системе общего образования, но нужно отметить, что в рамках технологического суверенитета приняты ряд мер по стране, которые как раз-таки нацелены на кадровую обеспеченность отдельных отраслей и социальной сферы. Да? В ноябре прошлого года был утвержден комплекс мер по развитию, естественно, научной подготовки и математического образования. Да? Но в этом плане, конечно же, тут масштабная работа проводится по всей стране. Так, кроме этого, 3-й год у нас реализуется единая модель профориентации. Если в прошлом году не все школы нашей республики, буквально четверть, были привлечены в этом проекте, да, то этот учебный год, констатируем, большинство школ участвуют в единой модели профориентации. Это 545 школ. Да? При этом эта модель, она предусматривает 3 уровня профориентации. Первое – это базовая ознакомительная, да, когда классный руководитель в рамках внеурочных занятий «Россия. Мои горизонты» проводит профориентационные ознакомительные мероприятия. 3-й уровень, да, 2-й уровень – это с участием предприятий, 3-й уровень – это наивысший. В прошлом году было всего 8 школ, которые готовы были работать в продвинутом уровне. В этом году к нашей радости 186 школ подключились. Что это значит? Это значит работа напрямую с предприятиями, с колледжами, вузами. Да? Это как высший уровень получения рабочей профессии, специальности, даже обучаясь в школе. Да? Что дает единая модель профориентации? Во-первых, это бесплатные тестирования профориентационные, которые школьник может проходить с 6 класса. Есть портал, который 2 раза в год открывается для, как возможность для наших. 6 класса можно 2 раза в год бесплатно проходить эти тестирования и как раз-таки проверять свои возможности, да, в будущем, кем ты можешь стать. Ничего себе. Да? Это, по-моему, очень интересно. Более того, в рамках стратегического указа в этом году мы стали реализовывать проект «Моя первая профессия». 1200 школьников получили в этом учебном году свою первую профессию. Это рабочие специальности, компетенции, востребованные либо перспективные направления подготовки. Это то есть уже в школах действуют такие своего рода специальные классы-кабинеты, я насколько знаю. Я не знаю, как сейчас эта школа называется. Раньше она была 4
14 в моем детстве находится на Сайсарах. Там вот я был в свое время в одном из корпусов, у них же там даже грядки есть. Ну, это прям действительно можно с камней начать. Вся общественность, наверное, наша слышала, что буквально неделю назад приезжал к нам в город Якутск федеральный министр Кравцов Сергей Сергеевич, и он посетил, во-первых, в рамках патриотического воспитания наших школьников кадетскую школу-интернат, ну и, конечно, в рамках профильного образования Саха-политехнический лицей. Это сейчас Саха-политехнический лицей. Вот, у где них там и кластерный подход по 8 кластерам, да. где вот как раз-таки будущее направление наших школьников определяются во взаимодействии не только школы, самое главное предприятие, вуз и техникум, колледж. То есть в нынешних реалиях школьникам, я насколько понимаю, не страшно ошибиться, что они выбрали, возможно, не ту профессию, всегда можно уже переучиться на любую новую. Ниргуна Афанасьевна, хорошо, про выпускников мы поговорили, про девятиклассников поговорили. Есть немножко времени еще поговорить о тех, у кого экзамены не на носу. Летний отдых у нас тоже не за горами. Как у нас ситуация в республике с этим? Сегодня как раз-таки открылась в 9 часов утра запись в лагеря. Всего мы планируем работу 560 лагерей. В прошлом году их было 555. Это целая процедура, когда, начиная с весны, значит, образовательные организации, лагеря, они как раз-таки заявлялись, проходила проверка и Роспотребнадзора, противопожарной службы, да, ну и, конечно же, нашего регионального ресурсного центра, да, это Сосновый Бор. Да, на соответствие всем требованиям для открытия лагеря. При этом лагеря у нас бывают разного типа. Да? Это пришкольные лагеря, так называемые дневного пребывания, когда в 9 часов утра можно прийти в школу, позаниматься в дополнительном образовании, мы должны обеспечить там обед, да, ну и после обеда уже возвращаются домой. Очень удобно для родителей. Да, и малозатратно в том числе. Да. Есть лагеря стационарные, да, когда вот должны обеспечиваться 21 день пребывания в этом лагере. Сезоны, да? так называемые. Сезоны, да, разные смены, в основном они тематические, и отрадно, что в этом году у нас также есть профильные смены, да, по тем профессиям, которые необходимы, да, в будущем будут, да, профориентационные, так скажем, да, но и в этом году открывается 86 лагерей этнокультурные. Да, где можно вот, изучить культуру народов Республики Саха-Якутия, изучить язык, да, ну, и различные направленности в том числе. Также 48 лагерей трудового воспитания. Да, когда не только можно отдыхать, но и заработать, да. Здесь как раз-таки партнерами, значит, наших лагерей являются в основном предприятия сельскохозяйственной направленности, да, ну и бывают и другие так. В основном они открываются в улусах. Ну и четвертый вид – это палаточные лагеря. Очень интересные, по-моему, здесь в основном проводятся экспедиции, да, и можно проводить исследования, ну и романтика такая, когда можно на поле, в лесу отдыхать в палатке. Слушай, ну это, конечно, замечательно. Прямо хочется обратно вернуться в детство. Ниргуна Афанасьевна, давайте в заключение нашей программы что-то пожелаем выпускникам, тем, кто заканчивает 9 класс, учителям, родителям в период этого непростого, но я очень уверен, что интересного периода единого госэкзамена. Ну, сейчас как раз-таки действительно завершается очередной учебный год. 24 мая прозвенят последние звонки по всем нашим школам. Волнительный момент не только выпускникам, которым мы пожелаем успешного прохождения одного из важных этапов своей жизни, да, и получения аттестата, ну и, конечно же, поступления по выбранной специальности в колледжи, вузы нашей страны и нашей республики, главное, да, а тем школьникам, которые продолжают обучение, чтобы они за летний период оздоровились, были, значит, заняты, отдохнули, ну и, возможно, здесь заработали свою первую зарплату, да, и приступили к новому учебному году с новыми силами для того, чтобы познавать все новое. А у нас, кроме этого же, еще будут выпускники детских садов. Кстати, которые, да, мы про самых маленьких забыли. Которые вот с волнением, наверное, ждут 1 сентября,
сентября для того, чтобы прийти в школу и начать учиться. Вот им пожелаем вот, в ближайшие 11 лет успешной учебы, да, а сейчас как раз-таки хорошо провести выпускные в детских садах, ну, и летом отдохнуть у бабушки с дедушкой. Ну что ж, я думаю, Ниргуна Афанасьевна, все наши выпускники, кто в этом году сдают экзамены, уже готовы. И в конце мая и в июне у них, безусловно, будет очень непростой, но интересный путь. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Петр Васильев. Смотрите нас по будням 19:15. Расскажем обо всем в деталях.